Усиленная группировка МЧС будет работать в Якутии до полной ликвидации пожаров. Об этом было сообщено вице-премьером, постоянным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он сообщил, что дополнительно Якутии будет выделено около 8 миллиардов рублей на ликвидацию пожаров. Юрий Трутнев также сообщил, что в ответе за данное состояние в республике Айсен Николаев, это президент Республики Саха-Якутия. Никто не хочет брать на себя ответственности, ни президент, ни руководители ведомств, так как может разразиться крупный международный скандал. И эта катастрофа бьет по имиджу государства, поэтому надо было найти, кто будет в ответе за данные пожары. Надо было приступать к ликвидации пожаров на начальных этапах развития и не допускать глобализации катастрофы. Просто упустили время, а сейчас пытаются вызывать искусственные дожди с помощью специальных самолетов-зондировщиков, обстреливая облака специальными патронами. Договорились о том, что такие решения будут приняты. Надо сделать так, чтобы вот сегодня за тушение пожаров в республике отвечает Айсен Сергеевич Николаев. А если он отвечает, у него должны быть и полномочия, он должен иметь возможность принимать такие решения. А Рослесхоз должен ему такие полномочия предоставить. Иначе просто он отвечает, а сделать ничего не может. Для того, чтобы тушить пожары, деньги не нужны. Для того, чтобы тушить пожары, нужны люди. Руководители ведомств совершили облет Намского ОУСа, где действуют самые сильные пожары. Проблема у нас вокруг каждого города 100 метров разрубим. Привела к тому, что сгорел Там верховой пожар. Там был верховой пожар. Таким образом, очень быстро. Еще есть такой вариант, можно заехать сюда же пожар с другой стороны. Обгорайте немножко. Да. Правильно. Вот это и уедем. Более того, сигналы полиции полностью скрываются после пожара. Именно особенности лиственности породы. Поэтому он долго и кое-где здесь сказал, полиция чувствуется, у них такое погорение, а это им дымят. Берите и будете давить. На Якутск обрушились дожди. Их столько много, что, несмотря на это, люди радуются дождю. Все лето дождей в регионе почти не было. Дожди вызывают искусственно, самолетами-зондировщиками. Ан-26 «Циклон» совершает вылет за вылетом. В связи с ситуацией с пожарами очень нужны дожди, хотя бы для сенокоса, для сохранения нашего леса, нашей уникальной природы. Для всего этого, конечно, дожди сейчас прям необходимы. Мы все его долго ждали, и он наконец сейчас наступил. Накануне самолет обработал территорию 6 районов Якутии. В Якутии действует 171 пожар на площади свыше 4 миллионов гектар. По данным ведомств, за неделю удалось ликвидировать 50 очагов возгорания на площади почти 500 000 гектаров. С пожарами борется почти 6 тысяч человек. В регион продолжает прибывать подмога со всей страны. Обработку производили пиропатронно-свидетельным серебром.
с высоты от 4600 метров до 4800 метров. Прогнозировалось несколько более лучшие условия в районе работ, да, но по фактическим условиям облачность была пригодна для выполнения работ, и работы были выполнены максимально возможно. Все зависит от ветра, скорее всего. Да, и от погодных явлений, например, от грозы. Чаще всего загораются они у нас, получается. В регион продолжает прибывать подмога со всей страны. В Якутске создана самая крупная противопожарная группировка в стране. Огонь тушат с земли и воздуха. В Якутске будут базироваться самолеты Би-200 и вертолет Ми-26 со всем необходимым снаряжением для тушения пожаров. Всего в республике работают 32 самолета и вертолета. Отправили. В день у нас происходит по 15-17 отправлений группами от 10 до 35-40 человек. У нас было несколько случаев, когда по 50 человек выезжало. Добрый день, уважаемые друзья. Сейчас у нас здесь в гостях в штабе два талантливых творческих человека. Они с группой товарищей провели концерт в прошлую субботу. Вырученные деньги готовы отдать прямо адресно семьям, которые пострадали. Это очень хороший поступок. Кроме этого, они принесли еще гуманитарную помощь. Давайте представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Анатолий. Анатолий. Вас? Александр, ага. Очень приятно. Так, кому пришла в голову идея? Значит, встаньте рядом, так. Ага. Нам обоим одновременно. Да. Видя такое творится, видя такую сложную ситуацию, нельзя оставаться в стороне, мы решили помочь как можно. Иначе было нельзя. Ради личной там выгоды. Ну, здорово. Ну, вот спасибо благодаря таким людям, которые еще и творчески к этому подошли, и свое творчество значит, превратили в реальную, финансовую даже и гуманитарную помощь для тех, кто пострадал. Спасибо вам большое, ребята. Я хочу, чтобы таких, как вы, было больше. И творческих успехов вам обязательно. Что, Витя один работает, все стоят. Что люди-то остановились? Все, здесь остановили, надо назад. Давай людей быстро туда всех. На угол перебрасываем. Сейчас разворачиваемся и всех на угол туда. Иначе он сейчас туда может сквозануть. Здесь край, видишь, отработали МТЛБ нормально. И пошел дальше. Сейчас разворачиваемся и назад. Хороший бульдозер, CD16 нравится, мне крепкий очень. Делает очень тяжелую работу. Пожар у нас потихонечку обходит.